Ассаламу алейкум. Сегодня мы по адресу Сюмбике 55 у Гариповой Виолетты. Первый раз видел вас. Ага, сейчас вам буду посмотреть. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы так долго к вам шли, наконец пришли. Вас ждали. Спасибо, благодарим, что вы нас ждали, что нас встретили. И мы переживаем за наших горожан. Мы хотим быть полезными и хотим быть ближе друг к другу. И хотелось бы, чтобы вы представились, чтобы вы рассказали о себе, о семье, о девочке нашей. Угу. Как маму зовут? Меня зовут Инна. Вот, это моя старшая доченька. Ей 21 год. У меня еще есть младший сын. Ему 19 лет. Угу. Вот, наш помощник. Помощник. Помощник, очень да. хорошо. Угу. Так, папа? Так, папа живет в другом городе. Угу. Вот. Не участвует? Не участвует. Понятно, понятно. То есть все-таки в руках мамы и помогающего. И помогает бабуля. Ой, бабуля. Бабуля, да, это, бабуля, наверное, это наше золото. это Да. святое, да. Бабуля помогает сеять с Виолеттой, пока мама на работе. Угу. Это у нас Виолетта, значит? Это Виолетта, да. Хорошо. Так, это у вас как, вот с рождения или как? Да, у нас она родилась уже такой, получается, у нас диагноз микроцефалия. Вот, последствия после токсоплазмоза. Вот, серьезно, третьей степени у нее инвалидность. Вот, с детства. Вот. Говорили то, что больше года не проживет, но, мне кажется, с нашей любовью, она чувствует нашу любовь и вот живет и развивается. Научилась говорить мама, Виолетта. Свое имя знает. Да, она знает, да. Да, красивая Виолетта, красивая. Волосы Да. вот любит трогать. Да. Мы с ней развиваемся, ходим с ней, посещаем. Вот разные прогулки, концерты. Вот она любит, музыку очень любит. Вот, в бассейне вот очень любит плавать. Да, даже в бассейне плавает. В бассейне плаваем. Прекрасно. Вот. То есть вы когда уже родили или уже еще до, как вот это все произошло? И вообще, когда вам сказали, что вы чувствовали, как вот вы это все приняли, восприняли? Когда я ее родила, мне ее сразу забрали. Вот. Сразу не приносили, я переживала. Это первые роды были, я еще не осознавала до конца. Вот, а потом мне уже сказали то, что у девочки проблемы, мы забираем ее в ВПН. Вот, сначала не верилось просто не верилось. Вот. В ВПН она пролежала, где-то долго она лежала, вот, кормили мы ее, ходили. И потом нас отправили уже в Казань. А в Казани уже там нейрохирурги сказали, то, что у нее серьезный диагноз, то, что, не сможет она долго жить с такими диагнозами. Я просто им сказала, я вам не верю. Я просто сказала, не верю никому. У нее все будет хорошо, она будет самой счастливой. И вот с помощью этого она живет и радуется. Вы это восприняли, значит, вы, получается, настроились уже, да? Я приняла все, но она у меня очень жизнерадостная. Я не знаю, может, она сама по себе, характер такой. Вот, Но очень много зависит все равно от мамы. То есть, как она себя, значит, видит вот дальше, да, то есть, потому что действительно некоторые оставляют детей, просто оставляют детей некоторые. Да, мама здесь. У меня еще мама со мной рядом, мама мне помогает, вот, благодаря маме. Бабушка, Да. значит, бабушка рядом всегда. Бабуля, да. Потом, что вот, как вот будни, дальше, как вот, это же, вот, например, мы почему здесь немножко останавливаемся вот с этими вопросами. Возможно, такое испытание прийти в любую семью. Никто не застрахован, так ведь? Более того, сегодня вроде бы как бы об этом говорят, да, то есть об этом мы сейчас говорим. Вот декада сейчас, инвалидов там и так далее. Раньше такого не было, тогда такого не было, да. Вот. То есть как вот дальше, что вот, значит, оно начало расти, то есть, да, как вот, потом вот все время дома, получается, да? Или какие-то были... Мы ходили в Центр Надежды, посещали там садик, вот, как бы там она развивалась, сенсорную комнату посещала. Вот, то есть какие-то санатории, вот она очень любит, также массажи, вот эти все. Прошу прощения, то есть вы прямо выезжаете, да? То да, есть, мы выезжаем. Она как бы мобильная, получается, мы видели коляску, да, то есть на коляске. То есть, получается, с детства, вот, когда уже возраст такой, вот вы сейчас взяли ее прямо на руки, я вот хотел помочь, а я вижу, что вы уже так привычно берете, хотя она уже большая, да? Я уже привыкла, да.
То есть, значит, вот получается, все это время она на руках. На руках. И передвижение для вас как бы тоже, наверное, стало обычным, скорее всего. Но меня интересовало, как дорога, например, да, в санатории эти, то есть в нашем городе. Как вообще вот, ну, передвижение ваше? Ну, мы передвигаемся, если гулять, то мы гуляем на коляске, гуляем, мы стараемся с ней выезжать в лес, здесь у нас рядом лес, на даче, она вот все лето проводит, вот, то есть она девочка такая, которая не любит сидеть дома, ей нужно гулять, то есть куда-то выезжать. Не хочет сидеть. Да, вот, ей нужно все активная девочка. ей нужно двигаться. Хорошо. Вот, то есть она такая подвижная, очень активная, любит музыку. Хорошо. Так, а как вот она, получается, вне коляски она как-то... Она ползает. Ползает. Да, хорошо, она ползает. Понял, ползает. То есть немножко устает, получается, да, если попользоваться, подвигается. Как сон у девочки? Ну, спим мы с ней вместе. Вот, одна не спит. Так. Спим вместе. Понятно. Значит, уже долгое время спите вместе. Да, вот. Кушает она как бы все подряд она ест. Хорошо, хорошо. Я почему спрашиваю по передвижению? Потому что, значит, мы должны немножко понимать, как вы ведя такой активный образ жизни, как вы передвигаетесь? У нас здесь стоит пандус, но по пандусу мы не можем передвигаться, потому что он очень крутой. То есть я не могу ее физически поднять, и также физически, то есть по накатной она спускается. Вот. Мы поднимаемся на лифте, например, спускаемся по лестнице. Вот. И у нас уже коляска, уже вторая, она ломается. То есть постоянно мы прыгаем, мы гуляем каждый день, в день бывает несколько раз. Даже. Вот. И коляски ломаются. Это время, значит, мама или бабушка... Ну, бабуля уже с ней не гуляет, потому что ей тяжело. Наверное, вот, в основном гуляю я с ней. Вот. То есть, ну, мы когда сюда пришли, мы сразу увидели такой большой пандус какой-то попался нам, да? То есть, вот он крутой получился, он да, слишком? Очень крутой, да. Понятно. И это же у вас ежедневная такая история, то есть, вы не просто там позволяете, некоторые вообще из дома не выходят, а вам надо актив. Вот мы сейчас пересели на коляску, потому что Виолетта такая активная была, да? Сейчас немножко ей спокойно. И то я уверен, что через некоторое время она начнет опять что-то проситься там, да? Ладно, хорошо. Как у вас начинается день? Что вы вот... Мы поняли, что вы двигаетесь, что вы передвигаетесь. Что еще? Какие у вас мероприятия? Ну, утром просыпаемся, как всегда завтракаем. Вот. Я убегаю на работу, она остается с бабулей. Вы еще работаете? Да, я еще работаю. Я инструктор по йоге. Вот. Занимаюсь и своим здоровьем, и помогаю другим людям. Вот. И деткам, и взрослым. Вот. Ну, потому что у меня как было? Почему я пришла в йогу, да? Виолетта родилась, естественно, и эмоционально я стала страдать, конечно, вот, наверное. Здоровье у меня стало подкашиваться, то есть поясница, колени, то есть мне было очень тяжело, даже ноги отказывала. Я думала, 2 инвалида в доме я не потерплю, но такого никак. Вот, начала заниматься йогой, улучшила свое здоровье, и вот, ну, более 10 лет я уже практикую йогу, и то, что я улучшила свое здоровье, и начала делиться своими вот ощущениями с другими. Очень хорошо. Вот, занимаюсь также детишками в ДЦП, провожу тоже занятия благотворительные, с их мамочками занимаюсь. Очень хорошо. Вот. Поэтому приходят тоже, ну, меня как бы они уже знают. Вот, то есть, получается, вы инструктор по йоге, да, получается, и еще вот таких родителей, которые такое же испытание также стараетесь их успокаивать. То есть они видят, какая я активная, да, доча. Вот. Да, вот. Да. Может, она даже немножко ревнует, что пришел дядя какой-то все. Да, сейчас попытаемся. Может, он бабушку зовет? Бабушка здесь, пусть она придет, надо ее увидеть, бабушку. Может, на ручки ее взять? Ну, понятно, что здесь без бабушки никуда. Да, без бабушки никак. То есть благодаря бабушке вы можете, во-первых, заниматься собой, получается, зарабатывать. Вы очень правильно сказали, что вы и за собой смотрите, и еще вот других мамочек, которые переносят вот такие вот, ну, испытания, еще им помогаете. То есть действительно наша задача быть ближе друг к другу. Наша задача помогать друг другу. То есть город маленький, поэтому этот проект, да, он только для того и создан, чтобы мы видели, то есть, да, друг друга, мы узнавали друг друга, мы предлагали друг другу. То есть обычно после наших передач, которые выходят и в Ютубе, и
на НТР, да, происходит какой-то эффект. То есть кто-то звонит, начинает искать вас начинает, да, то есть посоветоваться, да, как вот у кого-то, кто-то стесняется вот об этом говорить, да, то есть и видя вас такой энергичную такой, да, который не пала духом, да, которая идет вперед и еще помогает другим, то, конечно, это мотивирует остальных. Поэтому мы благодарим вас, что вот вы еще находите время и для других, вот, но мы всегда хотим, чтобы в кадр попадала мама, бабушка, которая, значит, вот так вот, ну, спасибо огромное, да. Да. Ну и мы просим обычно наших героев, чтобы они что-то сказали. Тем, которые, возможно, оказались в такой трудной ситуации, да, те, которые, вот вы сказали, что вы сразу восприняли, сразу, значит, взяли ситуацию под контроль, да, это хорошо, это милость Всевышнего. Кто-то не может в себе такие силы найти, у кого-то всякие дурные мысли посещают на голову, отказаться от ребенка, например, там, да, или что-то, то есть, вот что бы вы могли посоветовать тем, если вот с кем-то это произошло? Поначалу, конечно, когда узнаешь о такой проблеме, да, когда детки рождаются больными, страх, плакать хочется, реветь, почему это со мной, да, вот, но я сначала тоже не верила, говорю же, я не верила, просто я не принимала ситуацию, просто вот убирала это все, то, что насколько мне тяжело было, и говорю, просто любовью, то, что вот я люблю, это я мама, это мой ребенок, это моя кровинка, вот, и просто благодаря любви и жить, радоваться. Да, она ограниченная, у нее возможности, но я хочу для нее дать все. Показать все радости. У вас уже это и получается, то есть вот благодаря вот такой энергии, то есть она себя спокойно чувствует, она радуется, она, вот вы говорите, развивается, то есть, да, это хорошо. Ну и, наверное, какие-то пожелания, может быть, нашим горожанам. Ну, хочу пожелать всем, берегите друг друга, любите друг друга, ну и желаю всем крепкого здоровья, вот, всем и вашим близким. Ну, и мирного неба. Ну, мы будем рядом, будем ближе друг к другу. Всем благодарю вам тоже, крепкого здоровья. Итак, мы посетили нашу Виолетту. Настроение у нее хорошее. Она очень любит гулять. И мы обнаружили такую проблему. Это передвижение из квартиры на улицу. Во-первых, мы хотим поблагодарить всех участников в этом благом деле. В свое время по программе были установлены пандусы. Здесь и соцзащита сыграла свою роль. Здесь, конечно же, и старшие по домам, и председатель СТОС. Я держу вот отсюда, вы держите спереди. Но иногда эти пандусы, они установлены таким образом, что на них передвигаться сложно. И, возможно, на каждое место, где проживает инвалид, да, то есть колясочник, нужен особый подход. Поэтому хотелось бы обратиться к жильцам того дома, где проживает человек, который ограничен в движении. Чтобы они, может быть, вместе поучаствовали в благом деле и приспособили этот пандус для того, чтобы они могли выходить на улицу, дышать свежим воздухом, гулять и благодарить каждый день вас за ваше благое дело.